Я сегодня хочу поговорить с вами, друзья, о нескольких уроках из жизни царя Навуходоносора. Вот буквально я там недавно был там молодой как Руся, молодой и красивый как Руся. Вот, и я только пришел ко Христу, мне было 18 лет, а тут я смотрю, мне уже почти 50, уже почти 30 лет я живу со своей женой. 30 лет, Господи. Уже больше 30 лет я служу людям. И знаете, вот эти вот все даты, которые на тебя в какой-то момент они наваливаются, они тоже определенное, с одной стороны, давление создают, потому что каждый раз, когда какая-то дата подкрадывается, что я достиг, к чему я пришел, это тоже давит на тебя. И это тоже тебя, с одной стороны, подстегивает, с другой стороны, может разочаровывать. Но и эти даты, они также заставляют тебя оборачиваться назад и думать о том, что было правильно, что было важно, что было глупо, что было, знаете, вот второстепенно, на чем ты, может быть, концентрировался в свое время. И вот с годами ты начинаешь понимать, что есть вещи в жизни неважные. Они пройдут, и это те вещи, про которые ты забудешь, ты о них вообще никогда не будешь вспоминать. Вот есть куча вещей в нашей жизни, о которых ты вот сейчас это так тебя сильно волнует, сейчас это так тебя просто тяготит, что подумает тот человек или этот человек. Потом со временем ты начнешь понимать, что тебе вообще фиолетово до этих людей. Потому что эти люди сегодня есть, завтра их нет, сегодня они с тобой, завтра они далеко от тебя, сегодня они за тебя, завтра они против тебя. И это те люди, которые вообще на ход событий, на ход истории не влияют. Согласитесь, есть куча таких людей, которые когда-то нам казались важными, или их мнение казалось важным. Мы пытались как-то угодить этим людям, потом мы стали понимать, что это все такая мелочь, такая ерунда. Есть вообще много разных таких вещей в нашей жизни, о которых ты сегодня думаешь, что это так важно. Вот, во что я оденусь сегодня, как я буду выглядеть сегодня, длиннее мне волосы отпустить или короче, там обесцветиться или покраситься, или ногти в какой-то цвет покрасить. Мы сегодня увлечены какими-то мелочами, для нас это так важно. Потом проходит время, и ты понимаешь, такая это была ерунда вообще. Это вообще не важные вещи. А есть, вот с годами есть такие вещи, на которые когда-то ты не обращал внимания, которые ты игнорировал, которые тебе казались какой-то ерундой, какой-то мелочью, но с годами ты понимаешь, что оказывается это и были важные вещи. Оказывается, это и было важно для Бога, это было важно для тебя, это было важно для твоего духовного роста. И вот так хотелось бы, чтобы многие из вас, молодые люди, которые в начале своего пути, вы важные вещи не упустили, а за неважные вещи вы не держались. Отпустили бы эти неважные вещи, которые сегодня вам дороги, за которые вы сегодня там трясетесь, вы сегодня, может быть, держитесь. Важное пусть будет на первом месте. Неважное пусть просто уходит из нашей жизни. Так вот, из книги Даниила я хотел бы сегодня на истории царя Навуходоносора научиться некоторым вещам, которые очень важны. Мы уже об этом говорили не раз. Но так быстро мы об этом забываем, что Бог противится гордым. Что Бог, Он становится врагом людям, которые занимают определенную позицию, которую Бог как бы описывает так: гордый, самонадеянный, самодовольный, надменный, превознесенный и т.д. и т.п. Много разных есть синонимов у этого слова. Это состояние, которое нам необходимо. И это важно для нас, проверять на постоянной основе. И вот сегодня я хотел бы поговорить о том, что такое гордость, что такое смирение, как эту гордость нам вычислять внутри себя, потому что гордость – это опасная штука. Ее видят все, кроме тебя, чаще всего. И о нее спотыкаются все, когда общаются с тобой, кроме тебя, к сожалению. И гордость – это такая вещь, из-за которой страдаешь прежде всего ты, а не другие люди даже. И даже не Бог страдает, а ты страдаешь, потому что ты удаляешься от Бога, от Его благ, от Его благословения, от Его жизни, от Его руки, от всего того доброго, что Он имеет, потому что Библия говорит, что Бог противится гордым. И только со смиренными Он близко, к смиренным Он свои слова говорит, к смиренным Он сердце свое направляет, открывает свое сердце. И Он всегда близок к смиренным сердцам, к смиренным духам. Давайте мы сегодня чему-то научимся из этой истории, которую я вам прочитаю. Даниила, 4 глава. История начинается удивительно.
Первый стих. Вот я хотел бы, чтобы вы себе отметили здесь одну очень удивительную вещь. Я Навуходоносор, это повествование идет от имени Навуходоносора. То есть он рассказывает эту историю как человек, который ее пережил. И он рассказывает как бы начало, с чего все началось. Он говорит, я, Навуходоносор, был дома, у себя во дворце, в покое и изобилии. Знаете, вот многие люди, они сразу переходят на вторую часть того, что с ним происходило, что мне приснился сон, который испугал меня, когда я лежал в постели, и потом он рассказывает весь этот сон, он рассказывает, как Даниил пришел к нему. Вы же помните эту историю? Это сон о большом дереве, под которым скрывались звери, на нем сидели птицы. Потом дерево было спилено, срублено, остался корень. Помните, да, все? Так вот здесь, первый стих, не зря здесь написано именно так. Я, Навуходоносор, был дома у себя во дворце. Я хочу, чтобы вы представили себе этого человека. Это был не бедный человек. Это был человек, который владел много чем. Но я хочу вам сразу сказать, что сегодня многие из нас, да что греха таить, все мы живем гораздо лучше, чем ребята, которые жили в тех дворцах. Посудомойка не было, брат. Машина не было, брат. Электричества не было, брат. А? Горячая вода из крана не было. Давайте еще. Интернета. Сейчас многие бы сразу сказали, в смысле интернета не было? Что за царь, у которого интернета нет? Ты что, интернета? Последние деньги отдам, лишь бы интернет был у меня. Мы даже не представляем, насколько круче мы сегодня живем тех царей, которые жили в те времена. Хотя у них были дворцы, у них были слуги, они по щелчку там пальцев какими-то там вещами политическими рулили. Ребята, сегодня многие из нас, мы живем гораздо лучше. Дальше. И написано, вот он говорит про себя, я был в покое и изобилии. Здесь такое слово, которое мы почему-то упускаем всегда. Изобилие было в его жизни. Знаете, что такое изобилие? Это когда вот ты приходишь в магаз, здесь слишком много сахара, это что-то упаковка такая для бичуганов. Потом ты обращаешься к жене, может быть, мы вообще в какой-то стрёмный магаз заехали, может быть, есть более какой-то достойный магаз. Знаете, что такое изобилие? Это когда ты можешь себе позволить вот как минимум 2 варианта вещей каких-то. Это уже изобилие. Мы даже не представляем, в каком мире изобилия мы сегодня живем с вами, друзья. Еще только 30 лет назад, вот помню, я когда уверовал, я некоторым людям рассказываю, они смотрят на меня, думают, что я прикалываюсь, что я просто утрирую какие-то вещи. Я покаялся, у меня все, что было, вот просто услышьте меня, дорогие друзья, у меня все, что было, это спортивные штаны, вот такие вот с лампасами, с желтыми, и вот с такими коленями. И я носил эти спортивные штаны вот с такими, как их называли, полусапожки зимние, белые. Знаете почему? Да потому что у меня просто ничего не было. Я пришел ко Христу гол, как сокол. Нет, у меня что-то было. Но когда я услышал проповеди о нечестивой жизни, я понял, что мне надо все раздать, потому что все было нечестивое. И вот у меня было наследство там с юношества, которое там мне мама купила. Эти штаны с коленями и эти сапожки белые. На конкретном стиле, братан. Если бы ты меня встретил, ты бы просто был бы шокирован моим стилем. И знаете, вот я помню, хорошо я покаялся в октябре, в сапожках уже можно было ходить. Вот вы не поверите, у меня не было вообще никакой ни сланцев, ни кроксов, ни тапочек, не было nothing, ничего. Я был бомж, да, по сегодняшним понятиям людей, живущим в 21 веке. Я помню, когда у нас заканчивалась библейская школа, нет, у меня тапки, мне кажется, были в библейской школе. Да, я попал в библейскую школу вот представьте себе, в октябре я уверовал, я залез в эти сапожки белые, у меня были эти синие мои
штаны, наверное, у меня еще какие-то джинсы были, я уже не помню. Наверное, да, на выход джинсы, штаны, типа как бы для местного пользования, локального. И вот я помню, мы попали в библейскую школу, один мужчина приехал, и он учил нас о молитве, и он сказал, что можно молиться к Богу, обращаться за все свои нужды, а зима заканчивалась на тот момент. И подкрадывалась весна. Я смотрел на свои сапожки. Такие здоровенные белые сапожки. И я думал, Господи, а зима закончится скоро. Я как-то буду нелепо выглядеть в нашем городе в сапожках. И вот этот мужчина вовремя подъехал, и он объяснил, что можно, оказывается, у Бога просить какие-то нужды. И я помню, одна из первых моих нужд была, я говорил, Бог, начинается весна, мне нужна другая обувь, дай мне, пожалуйста, весенние туфли. И я взывал к небесам за весенние туфли. Вот кто из вас сейчас молится о весенних туфлях? Вот сейчас осень настанет, мне нужны осенние туфли, потому что у меня просто беда, я в сланцах сейчас. Даже никто не молится, потому что вы открываете многие гардероб, и у вас там на выбор. Так в New Balance'ах деды ходят, эти Nike уже устарели, адики это вообще не моя тема. Ты как бы открываешь такие, да, и ты выбираешь, что тебе надеть. Или один я такой сейчас? Знаете, тогда не было вообще шанса. И все, что я делал, я взывал к небесам. И одна женщина, она была возраста моей мамы, она благословила меня, она как-то узнала об этом. И она поучаствовала в решении вот этого вот вопроса, связанного с туфлями. И купила мне туфли. И знаете, это были мои первые туфли, которые я получил от Бога. Я даже не помню, как они выглядели, но это были самые лучшие туфли на земле, потому что сам Бог ответил на мою просьбу, на мою нужду. Спросишь меня сегодня, носил бы я эти туфли? Навряд ли. Навряд ли. Сегодня время, да, некого изобилия. У тебя есть из чего выбирать. У тебя есть из чего выбирать. Поэтому я сегодня людям говорю, вы даже не представляете, многие, вы даже не представляете, в чем жили мы. Сегодня наши дети, сегодня поколение многих 20-летних, вы даже не представляете, в каком изобилии вы находитесь. Вот там сидят люди некоторые, могут подтвердить, да, откуда мы там, те, кто в Советском Союзе жили. Некоторые, да, здесь тоже есть, в Советском Союзе жили. Знаете, что это такое? Это ты живешь очень простой жизнью, ты выживаешь, ты там деньги, особо у тебя нет изобилия в деньгах, и ты, например, я помню, наши родители готовили очень простую еду, какой-нибудь супчик непонятный, иногда без мяса. Всегда без мяса. Сестра меня поправляет. Я помню, там жарили картошку, вот эту вот жареную. И я пацан был, и мне казалось, вау, деликатесище, жареная картошка. И вот мы ели эту жареную картошку там с чем-то. И еда была простая совершенно. И я помню, например, на какие-нибудь праздники ты ждешь этот праздник. Этот праздник у тебя такое внутреннее чувство, что это будет время изобилия. А изобилие там один салат оливье, один салат под шубой и манты. И ты счастливый, у тебя изобилие на столе. Сейчас кто-то сидит и ржет и думает, да он прикалывается, он рассказывает какие-то странные истории. Потому что многие из вас, вы сегодня можете позволить себе ходить каждый день в кафе и выбирать. Из 20 салатов, из 15 блюд. Фу, манты я не ем, там столько жира, там это баранина вонючая. Фу, это я не ем, там вот это я не ем, это не буду, это прататампа-тапатампа. И я вспоминаю себя и думаю, Господи, я так ждал эти праздники, я время считал, я там просто знал, что это будет время изобилия для нас. Сейчас ты сидишь и думаешь, к чему ты все это рассказываешь? А к тому, что мы сегодня живем в зажратом мире. Это зажратый мир, друзья. Мы пользуемся благами ежедневно, и многие из нас, у нас даже нет осознания того, насколько круто мы живем. У нас даже нет понимания, нам не с чем сравнить, потому что мы в этом выросли, мы в этом всегда находились. И вот этот парень, он находился в изобилии, и изобилие иногда, если мы неправильно к нему относимся, может с нами сыграть злую шутку. Это изобилие может стать западней и ловушкой для нас. Если сегодня ты спросишь меня, как правильно относиться к изобилию, каждый день, когда ты утром просыпаешься, первый твой выдох, который ты должен говорить, Бог, спасибо тебе.
Я проснулся не на полу, а в кровати. Спасибо тебе. Я проснулся не как какой-то бомж где-то непонятно с тараканами, а мы жили, например, с тараканами. Сегодня даже тараканов в квартирах нет. Даже вот такой вот атрибутики. Есть, да, у вас тараканы в общаге? Есть, были? Вот тогда, и только тогда, когда ты с общаги съезжаешь к себе домой, ты утром просыпаешься, и ты думаешь: Господи, спасибо тебе, тараканы в ухо не залезли сегодня, я счастлив. Да, ты смотришь и думаешь: он гонит, что ли? Да нет, это, я вам серьезно говорю, столько ситуаций было, когда тараканы в уши залазили к людям. Многие из нас, знаете, вот, когда ты человеку говоришь: ты сказал сегодня спасибо Богу. За что ему говорить Богу спасибо? Ты уже на страшной дорожке, если у тебя такое отношение к Богу. За что мне говорить Богу спасибо? Это уже опасный путь. Это уже путь вот этого мужчины, который в животное превратился через год. Это наше преображение не в славу Божию, когда мы не способны говорить спасибо Богу ежедневно за разные блага, которыми Он нас окружил. Многие люди, да, они начали соображать, что есть вещи в нашей жизни, к которым мы привыкли, на которые мы не обращаем внимания, но это благо, это изобилие, которым нас Бог окружил. Как-то раз 3 дня я постился, и у нас общий был пост коллективный, и мы пришли вечерю принимать. Знаете, вот ты 3 дня ничего не ел, и хлеб и сок раздали, и я хлебушек, знаете, вот в рот он тебе попал. И я думаю: Господи, где Стас такой вкусный хлеб находит? Где? Просто надо этого человека сейчас расспросить и вообще в щеки поцеловать за то, что такой вкусный хлеб. А потом я увидел, это были обычные вот эти вот там ромашки, да, или что это было там. Обычный хлеб. Просто ты 3 дня ничего не ел. У тебя рецепторы восстановились. У тебя восстановился вкус к жизни. Если знаете, вот многие из нас, мы поездим на том, на чем мы ездили когда-то там 30 лет назад. Ты сядешь в свою машину, скажешь: Боже, в руль вот так поцелуешь, скажешь: Боже, это такое чудо, что я на таком автомобиле катаюсь. Когда ты наденешь свою одежду, и ты вспомнишь, что я рассказывал, какие вещи мы таскали, и полгода мне не взападло было ходить вот с такими коленями и в этих там полусапожках белых. Что за стайл вообще, брат? И у меня такая была еще белая футболка, у меня фотка даже где-то сохранилась, с таким растянутым воротом, знаете, когда уже она видела виды разные. Но мне деваться было некуда, голым не принято ходить, мы не в Эдемском саду, надо было что-то надевать на себя. И знаете, сегодня, когда ты пользуешься какими-то вещами, и ты смотришь назад, да как Бога не благодарить? Когда ты вспоминаешь, кем ты пришел ко Христу, когда ты вспоминаешь безумие, которое у тебя в башке творилось, когда ты вспоминаешь зло, в котором ты жил против людей, против человечества, и сегодня смотришь на себя и думаешь: Боже, да как мне не благодарить Тебя ежедневно? В щеки Тебя не целовать, руки Тебе не целовать, ноги Тебе не целовать. Как не говорить Богу: Бог, спасибо Тебе, Бог, благодарю Тебя, Бог, просто распростираться перед Ним, плакать перед Ним просто за то, чем Он нас сегодня окружил. Мы недооцениваем, друзья, сколько всего доброго Бог уже создал в нашей жизни. Я говорю про вещи физические, я говорю про вещи, которыми мы окружили себя. Мне смешно, когда люди неблагодарные, знаете, за невероятные вещи. Там: я красную икру не ем, от нее там тиной воняет, черную икру ем. Чё? Я там вот это не ем, это дешманская рыба, это вон то, это все. И ты смотришь, думаешь: Господи. Первое, друзья, когда нас окружает изобилие, а оно нас всех окружает, поверьте мне. Первое, самое первое, с чего тебе надо начинать каждый твой день. Спасибо тебе, Бог. Ты уже благодарил сегодня Бога за то, что есть в твоей жизни? Это вопрос очень серьезный к тебе. Ты благодарил каждый день на протяжении последней недели Бога за то, что Он делал и продолжает делать? Или ты постоянно Ему жаловался на что-то? Или ты постоянно вспоминал о том, что Он не доделал в твоей жизни? Или о том, чего еще нет в твоей жизни?
Вторая вещь, знаете, это все первое, это все к первому. Нам нужно сохранить благодарное сердце. Первое, или подпункт первое, это быть благодарным Богу, а второе, к человеку, который рядом с тобой сидит. К человеку, благодаря которому ты появился на жизнь, твои родители. Помните, это место 2 Тимофею, 4 глава, если я не ошибаюсь. Там написано, что в последние времена наступят тяжкие дни. Это будут страшные дни. И там написано, что люди будут неблагодарны. И рядом идет родителям непокорные. Это вот состояние неблагодарных детей, неблагодарного сердца. Они тебе все что-то не додали, тебя недолюбили, тебе там чего-то недоблагословили, тебе недоулыбались. И постоянные претензии к родителям. Друзья, это вообще не наш путь. Это не путь благодарных людей. Это путь становиться животным со временем. Люди, которые сегодня не ценят тех, которые вкладывались, тех, которые делали что-то, как могли. Я понимаю, твои родители не были совершенные. Но, знаете, даже таких людей, закрыв глаза на многие вещи, даже таких людей, поблагодари Бога за этих людей, за то, что благодаря им ты появился на эту землю. Да, я знаю, кто-то сидит и в сердце говорит, у меня отец там наркоман был или пьяница, мой отец там бил меня вообще без повода, у меня то, у меня сё. Просто перестань видеть только негатив. Перестань за это цепляться, перестань просто на этом акцент какой-то постоянно иметь в своем сердце. Скажи однажды, Боже, спасибо тебе за то, что благодаря этому человеку я сегодня есть на земле. Он был, кем он был, но он как мог что-то делал, что-то вкладывал. Уже больше 30 лет мы служим Господу, и я огромное количество людей видел, огромное количество. Сотни, если не тысячи людей. Это были люди, которые прошли через те церкви, в которых мы служили. И это были люди, в которых мы вкладывались, за которых мы постились, о которых мы переживали, не спали. Ты размышлял, ты думал, ты молился, ты жертвовал для этих людей чем-то. Ты давал этим людям что-то от себя, отрывая, ты давал это в их жизнь. Ты жертвовал какими-то материальными вещами для этих людей. Мало того, что у нас, например, периодически люди жили дома. Ты их кормишь, ты их поешь, ты за них за все платишь, потому что для них такое время реабилитации. И знаете, как много людей по прошествии времени потом встречали тебя и говорили, спасибо тебе огромное, брат, за тот вклад, который ты делал в мою жизнь. Спасибо тебе огромное, брат, за то, что благодаря тому, что ты там служил, благословлял, чем-то делился, я сегодня стал тем, другим или третьим. Знаете, как много таких людей было? Вот. Хватит пальцев посчитать. Из прошлого, я не говорю про нашу благодарную церковь сегодняшнюю. Из прошлого, друзья. Я помню, один парень мне звонит, и он в Москве жил. В какой-то момент звонит или пишет, мне кажется, звонит, да, потому что еще тогда не было этой темы писать. Все друг другу звонили тогда. Он мне звонит и говорит, Денис, хотел поблагодарить тебя. Вот, когда ты там был у нас служителем в Караколе, вы столько всего доброго сделали для нас, вы там вложили что-то в нас. И он там, знаете, такие добрые слова, ни с того ни с сего. Человек по прошествии многих лет позвонил. Потом он еще каким-то служителям позвонил в Каракол. Мне эти служители сказали, прикинь, звонил этот человек. И я понял, Рик Реннер, скорее всего, о благодарном сердце проповедовал, и парня зацепило. Но знаете, там, даже в той церкви было несколько десятков человек только из нашей Каракольской церкви, в которой мы служили. Позвонил один. На самом деле, вот, друзья, как мало внутри нас есть настоящего, правильного вот этого вот отношения к людям, которые что-то сделали доброе для нас. Как быстро мы это забываем. И как часто с нами бывает такая другая крайность. Мы помним только плохое, что эти люди сделали в нашей жизни. Но эти люди могли ошибаться. Эти люди могли... Знаете, вот я был, например, молодой служитель. Мы когда первые наши служения были, наши церкви, которые мы развивали, мне было чуть больше 20 лет. Я много чего не понимал. Я не знал, как правильно служить. Я делал, как я видел. Я делал, как мне сказали. Я делал, как делали все. Это потом уже со временем ты начинаешь чему-то учиться и понимать, это было неправильно. Потом ты меняешься, но ты все это делаешь от чистого сердца с желанием как-то помочь людям. И вот, не дай Бог, ты что-то сделал не так, потом 15 раз попросил за это прощения, и уже после этого еще 150 раз сделал кучу всего доброго, человек почему-то недоброе помнит. А вот только вон то...
И потом приходят те люди, говорят, ты сказал вот так, ты сделал вот так. Прикинь, я не помню, 30 лет прошло. Я только помню, сколько добра я помимо этого тебе всего сделал. Но почему-то я помню, а этот человек добро не помнит. А помнит, что когда-то я там без улыбки ему какие-то вещи сказал. Друзья, вообще не наш путь. Давайте вот посмотрим, что произошло. Вот он сон видит, да, вот начинается все с того, что в изобилии, в покое, потом снится сон, который напугал его. И ему Даниил этот сон истолковывает. И дальше, с 24 стиха. И Даниил, когда ему истолковывает этот сон, он говорит, это страшный сон на самом деле. Если это случится с тобой, это будет что-то страшное. И он говорит, поэтому пусть тебе будет угодно, о царь, принять мой совет. Загладь свои грехи, творя правду и свои беззакония милосердием к притесненным. Может быть, тогда твое благоденствие продолжится. Первый урок, который мы должны вычислить сразу для себя. Нам нужно сохранять благодарное сердце. Это один. Один, благодарное сердце. Благодари Бога за людей, которые тебе служат, служили, которые тебя родили, которые в тебя вкладывали, которые просто хоть маленькое добро сделали в твою жизнь. Помни об этих людях и благодари Бога за них. Благодари Бога самого ежедневно за то, чем ты окружен сегодня от Него. Вторая вещь. Вот здесь сразу же второй урок. Если мы не хотим превратиться в Навуходоносора по имени животное, а с ним через год это произошло. Здесь нужно научиться второй истине. Научись принимать советы других людей. Вот для гордого человека это вообще нонсенс. Это невозможно. Гордый человек, когда ты начинаешь ему какие-то советы давать, он начинает внутри своего сердца, если он воспитанный, культурный, он не скажет тебе это в глаза, но внутри своего сердца он говорит, кто ты такой, что ты лезешь ко мне? Нужны мне твои даром вот эти твои советы, что ты привязался ко мне? Знаете, вот к некоторым людям, вот в церковь приходят какие-то люди, а ты к ним раз подошел, второй раз подошел, один раз пообщался, второй раз пообщался, а потом неохота к нему подходить. Потому что ты чувствуешь вот этот вот, знаете, фидбэк такой чувствуешь. Ты ему говоришь какие-то вещи, он улыбается, машет вот так вот головой. Но ты внутри понимаешь, вся его сущность орет, иди нафиг, у меня есть свое мнение на все. Поэтому ты к этим людям больше не подходишь. Поэтому ты с этими людьми думаешь, да не, я подожду, пока он будет способен принимать какую-то помощь. Поэтому вот этот человек в беде, в яме, в проблемах, и ему никто не помогает, потому что его сердце закрыто от любой помощи. Вторая истина, которой нам надо научиться, и нам надо проверять себя всегда. Вот по этому пункту. Ищу ли я помощи других людей в моей жизни? Если у меня люди, с которыми я готов советоваться, я от них готов принимать помощь, я от них готов принимать наставления, упреки, назидание, обличение. Иногда, может быть, знаете, там и такую духовную розгу, если надо. Потому что розга – это такая вещь, которая меняет юношу. Задумайся над этим. Есть в твоей жизни люди, к которым ты прислушиваешься, чьи советы ты ценишь. Знаете, вот я встречаюсь со многими молодыми, такими культурными и воспитанными людьми. Они задают вопросы, якобы ища ответа, якобы ища решения своего вопроса. И вот ты сидишь, ты ему что-то рассказываешь, объясняешь, как надо сделать, как надо поступить. А потом ты узнаешь, все наоборот было сделано. Ты думаешь, может быть, я на каком-то странном языке не донес? В следующий раз опять говоришь, наставляешь, назидаешь, какие-то вещи объясняешь. Да. А потом ты уходишь, и человек все наоборот делает по-своему. По-своему, потому что это сущность этого человека. Он даже делает вид, что советы принимает, но внутри он сам себе герой веры. Внутри он сам себе, знаете, вот человек, как раньше говорили, сами с усами, сами знаем, как нам делать, сами знаем, как нам поступать. Что ты ко мне лезешь, что ты меня учишь, не надо, он там, учи самого себя. Совет? Даниил, пророк Божий, он ему говорит, вот тебе мой совет. Ровно на год человека хватает. Все это и произошло с царем Навуходоносором 12 месяцев спустя. У него год был. Год держался, год он как-то пытался в колее двигаться, как-то пытался делать то, что ему Даниил сказал, потом расслабился. И здесь написано, 12 месяцев спустя, когда царь гулял по крыше царского дворца в Вавилоне, он сказал,
Разве не я воздвиг этот великий Вавилон, город царский, своей могучей силой и во славу своего величия? Интересно, он сам себе задает вопросы, он сам собой наслаждается, он смотрит на все, что его окружает, и думает, какой я крутыш, ё-моё-мо. А вы мне, да? Я не знаю, как они там разговаривали, как они себе, наверное, руки целовал. Какой я красавчик. Ну и ноги, и все там, сам себе кланялся и говорил, я невероятен. Знаете, некоторые люди думают, я утрирую, сейчас я слишком перегибаю палку. Да мы такие в душе. Мы-то, конечно, понимаем, что, вроде так некрасиво себя вести, но в душе мы такие. Это я. У меня получилось. Я крутой. Я достиг. Я там то. Я это. У меня теперь это есть. У меня теперь вон то есть. Эти слова еще были у него на устах, пока он просто сам себя расхваливал. Когда с небес раздался голос. Вот что определяется о тебе, царь Навуходоносор. Твоя царская власть отнята у тебя. Тебя прогонят от людей, и ты будешь жить с дикими зверями и есть траву. Подобно валу. 7 лет пройдет, прежде чем ты признаешь, что Всевышний властвует над царствами смертных и отдает их, кому пожелает. Дальше даже можно не читать. Вот путь, которым парень пошел. Вообще нелегкий путь он выбрал. Это путь неблагодарного человека. Это путь человека, который не прислушивается к советам других и не нуждается в помощи других людей. И это человек, который не был способен, третья вещь, это человек, который не был способен раскаяться и признать свою неправоту. Он уперся в своих собственных взглядах, и он решил, что он будет сам себе герой. И этот человек на 7 лет превращается в животное. Вот если вам сейчас задам вопрос, кто из вас хочет, чтобы в ближайшие 7 лет вас кормили сеном, и вы стояли где-нибудь в стойле, и там по вечерам вам приносили чистую воду, и вот вы там просто привязаны к стойлу, вы животное. Кто из вас хочет такой судьбы? Нормальный человек, да, откажется от такого вегетарианского пути. Это не наш путь, мы не хотим этого, мы хотим развития как люди, мы не хотим в животных превращаться. Но гордость человека незаметным образом превращает в животное. Сколько этих животных, знаете, вот рядом с нами, которые, вот он хам настолько, ты смотришь на него и думаешь, вроде человеческое обличие, а внутри как будто животное. Всем налево-направо хамит, готов всех покусать, погрызть, на всех лает. Думаешь, то ли человек, то ли овчарка, не понимаешь. Почему? Потому что есть внутри вот это ожесточение гордостью. И знаете, вот многие люди думают, это какая-то сказка. Этому человеку потребовалось 7 лет в шкуре животного проходить, жрать сено, жрать траву, чтобы вообще понять, кто его поставил на ту позицию, кто ему дал те или другие, или третьи дары, или то изобилие, которым он когда-то был окружен. Друзья, вот знаете, вот когда мы читаем всю эту историю, эти 3 пункта нас всегда должны волновать. Благодарное ли сердце у меня? Есть ли у меня сегодня способность принимать советы других людей, искать помощи у других людей? И третье, это тоже очень важная штука. Способен ли я, когда я что-то делаю неправильно, говорить такое простое слово «простите меня». Вот 3 слова, которым ты можешь себя проверять всегда. Спасибо. Второе. Помоги мне. И третье. Прости меня. Вот 3 простых пункта, которые вообще ничего общего не имеют с гордостью. Это всегда символ или это всегда показатель смирения в твоей жизни. Если это есть в твоей жизни, спасибо, помоги и простите меня, я был неправ. Мы говорим вот об этих 3 вещах, они вроде бы здесь простые. Когда нас хорошие, добрые люди окружают, это вроде бы просто нам говорить. Я рассказывал историю, как я летел там из Москвы в Нальчик, и ситуация такая у меня получилась. Я искренне думал, я там купил билет, и я искренне думал, что это билет у прохода. А на самом деле оказалось это у окошка, да, у окна в самолете. И я такой, один из последних захожу, я думаю, что там, мое первое место или там какое место, никуда не денется. И вообще не торопясь, все зашли в салон самолета. И я такой последний захожу, смотрю, какой-то там мужик на моем месте, как я думал, на моем месте сидит.
Я внутри надумал, что у меня билет у прохода, а на самом деле было окошко. И человек сидит на своем месте. И тут я ему говорю: уважаемый, не могли бы вы встать и мое место освободить? И он такой поднялся, типа, что происходит, засуетился, начал смотреть свой билет, там, у тебя какое место. А знаете, это такие люди, такие все последователи каких-то этих кандидатов в мастера спорта по борьбе, не поймешь там. И он моложе меня явно там лет на 20. И он мне говорит: а у тебя какое место? Он на «ты» называет человека. Я говорю: вот у меня там вот такое, вот такое. Он говорит: это у окна. Я говорю: в смысле у окна? Я должен у прохода сидеть. Он говорит: это у окна. И я там, и пришел стюард, он увидел, что два мужика там что-то начали какое-то напряжение создавать. Он такой: ой, ваше место у окна. И я понимаю, того это настолько задело. Вот он сидел со своей бородой спокойно, нормально, никто его не трогает. И тут какое-то чмо пришло и говорит: ну-ка встал. Ему так кажется. Ну-ка поднялся и встал, и выметайся отсюда. Ему так показалось, что я именно так с ним разговаривал. И он мне такой: я что-то не понял, зашел такой борзый, я аж сам немножко, ты в себя поверил, я засомневался. Там такой сленг, знаете, начался. И вот это вот все, оно толкает тебя на продолжение. Сначала это бой взглядов, потом это бой словесный, а потом битва в самолете. И так же все начинается. И тут просто в какой-то момент я вот просто сломал всю парадигму у этого человека. Как должно быть? Взгляды, слова и потом вот эта борьба, проход в ноги. Конечно, он бы меня победил, ребят. Я 30 лет проповедую, а он, я думаю, последние 30 лет с этого ковра не вылазит, там, кого-то там назад все закидывает. И тут я ему вдруг говорю такие слова. Вот прям сбой парадигмы происходит у человека. Я говорю: прости меня, пожалуйста, я был неправ. И он так, знаете, завис. Знаете, вот типа, что, и все, на этом так и остановимся? И он меня снова цепляет, говорит: я в себя поверил. Я говорю: простите, я еще раз извиняюсь перед вами, я был неправ. И знаете, у человека просто, у него сбой вообще в голове, сбой файлов. И он всю дорогу летел молча. Он там наушники надел, и он не понимал вообще, что происходит. Битва взглядов была, битва словесная началась, а продолжения не было. Когда ты смиренный, когда ты кроткий, Библия говорит, кроткий язык, что он делает? Он кости переламывает. Он делает невероятное, он останавливает ссору, Библия говорит. Библия говорит, что когда у тебя кроткий язык, это останавливает разгоревшиеся страсти, разгоревшиеся ссоры. Это мудрость, например, когда два человека поженились, муж и жена, и вот там одна начинает, второй сверху, и вот там как две там овчарки, знаете, там такая овчарня, я с собакой гуляю, когда она любит под один забор всегда подкрадываться. Она туда подходит, а там с другой стороны такая же дурында. И они друг на друга с разных мест. На некоторые семьи смотришь, думаешь, кто-то должен быть смиренный, остановиться. Овчарку заткни внутри себя уже. Куча разных вещей есть в нашей жизни, которые только от нас зависят. Когда ты включишь смиренного человека, все поменяется. Когда ты начнешь благодарить Бога за вещи, которые тебя окружают, о которых ты только постоянно скафнил и был недоволен, все поменяется. Когда ты начнешь просить совета у людей мудрых, которые тебя в церкви окружают, таких людей много. Просто проси совет, прислушивайся к другим людям. И третья вещь, она очень простая. Признавать, иногда признавать, что я был неправ. Простите меня. Это так почему-то трудно всегда. Бытие 3 глава, с 8 стиха. «Подул ветерок, и они услышали». Кто они? Адам и Ева. Они уже сожрали яблоки, груши, я не знаю, что там росло. «Подул ветерок, они услышали, как Господь Бог ходит по саду. Адам и его жена спрятались от Господа Бога среди деревьев сада». Кто виноват? Вот кто виноват в ситуации? Адам с Евой, всем понятно. Ну, нормальным людям всем понятно. Они сделали вещи, которые они не должны были делать. И они из-за этого стали чувствовать вину, они стали чувствовать стыд, они стали чувствовать давление. Знаете, вот некоторые говорят, я чувствую от тебя давление. Может быть, не во мне проблема. Господь воззвал к Адаму, где ты? Адам ответил, я услышал тебя в саду и испугался, потому что я наг, вот я и спрятался. Вот смотрите, риторика какая.
Бог, ты злая личность там на небесах, я твой голос услышал, я тебя забоялся. В смысле? Никогда не было у нас с тобой проблем. Я тебя всегда любил, я создал тебя прекрасным. Посмотри на себя, какой ты красавчик. Я только столько разного добра делал для тебя. Но здесь риторика сразу такая. Я наг, вот я и спрятался. И дальше. Бог спросил, кто сказал тебе, что ты наг? Ты ел плоды дерева, с которого я запретил тебе есть. И вот его ответ. Вместо того, чтобы сказать, Боже, прости меня, упасть на лицо свое. Сколько историй в Библии мы видим, когда Бог обещал наказать, уничтожить, разорвать. Но когда люди, самые нечестивые грешники, они падали на лицо, они рыдали, разрывали свои одежды, говорили, Бог, я согрешил, прости меня, подонка последнего. Бог приходил милостью к таким людям. Но Адам ответил, не так. Он пошел другим путем. Женщина, которую ты дал мне. И вот здесь мне всегда нравится это. Он не просто говорит, это Алина, которую ты мне дал. Он говорит, женщина, даже он не на нее здесь делает акцент. Он не говорит, это Ева, которую ты мне дал. Там, кто-то, которого ты дал мне. Это ты, Бог, мне подляночку подсунул. Это ты мне, Господь, вот такую странную женщину подыскал, нашел и подсунул, чтобы я упал в грех. Он фактически обвиняет Бога. А вы думаете, он что, единственный в своей риторике? А сколько с нами этого происходит? Бог, ну почему так? Почему ты это сделал? Почему ты это позволил? Почему это в моей жизни произошло? Мы все это к Богу каждый раз адресуем, все эти наши, знаете, какие-то проблемы, в которых нам просто надо сказать, Бог, я был неправ, прости меня, я съел этот плод, я был непослушен. Все, что нужно было от Адама. Бог обращается к девушке, к женщине, которая была женой Адама. Тогда Господь Бог сказал женщине, что же ты сделала? Знаете, такой сокрушенный вопрос, такой вопрос отчаяния. Что же ты сделала? Ты даже не представляешь, как потом будут мучиться ваши потомки. И женщина ответила, это вообще не я, это дьявол. Это бесы. Я вам говорила, позовите меня на служение освобождения. Я же говорила, я чувствовала, мне надо освободиться от бесов. Один там парень, знаете, он бухает постоянно, жену мучит, там, издевается над всеми. И ты разговариваешь с этим человеком, ну хорош, ну хватит уже. Это не я. А кто? Это дьявол. Это вот, я чувствую бесы. Выгони из меня бесов. Выгони там из меня дьявола. Я говорю, да какой дьявол? Это ты грешишь. Не дьявол грешит. Дьявол чаще всего сидит вот там на крыше наших собраний, слушает, что мы говорим о нем и думает, и он рыдает. Они везде меня засунули. Змей обманул меня, вот я и ела. Я вообще не при делах. Вот, знаете, это риторика, которая сегодня касается гордых людей. Когда Бог обращает к ним слово, какие-то люди к ним слово обращают. Все, что они говорят, вместо того, чтобы сказать, простите, я был неправ. Я принимаю. Я был неправ. Неважно, как, кто, что, каким образом себя вел. Они расскажут обо всех все. Кто, когда, во сколько, с каким сердцем, без улыбки, как неправильно относился, из-за него я вот так себя повел, или я вот так сделал, потому что. Вот эти уроки, это уроки из вечности, это уроки, которыми пропитана вся Библия, это истории падения людей величайших. Иногда мы думаем, эти упали, те упали, Давид упал, Соломон упал, там какой-то очень известный пастор где-то там, а меня это никогда не коснется. Друзья, если величайшие люди, близко ходящие с Богом, упали через гордость, то поверьте мне, многие из нас, мы точно так же открыты и уязвимы для этой гордости, если мы не научимся каким-то урокам. Давайте будем людьми умными, которые учатся на бедах других людей, которые прошлись виртуально по этому проспекту Персидского царя и говорят, Господь, вообще не мой путь будет быть неблагодарным. Вообще не мой путь не отвергать советы других людей. Вообще не мой путь просто сегодня находиться в состоянии, когда я бесконечно себя оправдываю. Я был неправ, я готов признать, я готов покаяться, я готов взять ответственность за себя и готов меняться. Вот это путь смирения. И это путь всегда вперед, это путь всегда вверх, и это путь всегда там, где Бог будет нас благословлять. Аминь.